Francis Vincent. Round one. Добрый день, уважаемые любители спорта. Азиатские игры продолжаются. И вот наконец-таки настал черед бокса, одного из самых любимых видов спорта для наших граждан. И, конечно же, наш чемпион Азии 2015 года Азат Усиналиев, наш единственный чемпион Азии, между прочим, среди боксеров из современного Кыргызстана, выходит сегодня против своего оппонента из Лаоса. Ну и, конечно же, посмотрим, как себя проявит боксер Ангтия из Лаоса. Очень тоже такой неуступчивый, видим. На темпе пока Азат его переигрывает. И, естественно, все ждут золотой медали от Азата Усиналиева. Минимум финала. И вот здесь тут же пробивает. Не нокдаун это. Конечно же, поскользнулся в этой ситуации лаосский боксер. И сейчас в этой весовой категории до 52 килограмм, конечно, мы наблюдаем за выступлением нашего чемпиона Азии Азата Усиналиева. Ахасид Венгсяй, как мы говорили, лаосский боксер. Ну и представимся, для вас работают на этом чемпионате мой коллега Алмек Адлыбеков, я Азилет Абдраимов. Рахмат Беспеш, кутмандуу кечиңиздер менен дагы бир ирет урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте, Кыргызстандын куржунуна алгачкы алтын медаль бүгүн түшкөнүн билесиздер. Алар алда болсо jiu-jitsu боюнча өзгөчө өзүн көрсөткөн биздин баатырыбыз алгачкы алтын медалды алып келди. Буга чейин бир эмес бир канча спортчуларыбыз күмүш жана коло медалдарын алып жаткан болчу. Эми дагы бир жакшы орундан үмүт кылчу мушкерибиз. Бул талашсыз сиздер көрүп турган кызыл кийимчен Азат Усиналиев. Албетте 2015-жылкы Азия биринчилигинде укмуштуу өзүн көрсөтүп чемпион аталган. Бүгүн дагы, быйыл дагы аябагында өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бокс боюнча эл аралык даражадагы чебер экендигин дагы айтып өтүшүбүз керек. Ал мынакей лаостук атаандашына каршы жолбосо Венгсяй Аксайич каршы өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүдө. Азырынча эми албетте алгачкы раунд упайлар жаатында талашсыз Азат Усиналиев өзүн мыкты деңгээлде көрсөтүп келе жаткан мезгили. Тагыраак ошол 2015-жылы Азияны, андан соң дүйнөнү да уткандыгын айтып өтүшүбүз керек. Жана назар жүгүртөлү, биз Азат Усиналиевден дагы да болсо укмуштуудай оюндарды күтүп калмакчыбыз. Да, на чемпионате мира не смог он в полной мере себя проявить, но вот на Азии смог таки стать чемпионом Азии. И как раз таки потом его WSB, кто знает, такая серия, World Series of Boxing была. И там украинские атаманы, ну до сих пор он идет, украинские атаманы, клуб из Украины, позвал Азата в свою команду, и он там выиграл 3 боя. Ну а здесь, конечно же, пропускает Азат в этой ситуации. Очень, мы говорили, неуступчивый лаосский спортсмен. Темп очень высокий в этой весовой категории. Вот Азат отвечает здесь великолепно и головой задевает его в этой ситуации Анг Венгсяй, Акасид. Но Азат Усиналиев до этого хорошо выдерживал темп, встречает тут же после этого пропуска. Пытался он сайдстепом уйти здесь, на темпе выдерживает. И, конечно же, в этой весовой категории скорость очень-очень важна. Самая главная составляющая, конечно же, в боксе именно в этой весовой категории. Но и, конечно же,
нужно подчеркнуть то, что Азат Усиналиев немножко не хватило ему для лицензии Олимпиады в Рио. Поехал только наш Эркин Адылбекулу, единственный боксер из всех. И вот сейчас Азат Усиналиев, когда будучи у нас в эфире, говорил, что как-то не то пошло совсем. И надеемся, в Токио он выйдет таки. Да и все шансы есть у него на медаль на Олимпиаде. Албетте. Кстати, он стал лучшим боксером по версии АИБа, по версии Мировой Федерации бокса в 2015 году, когда выиграл чемпионат Азии как раз таки. Ну и сейчас Азат снова выдерживает темп, вторым номером работает, встречает через руку правой, тут же вяжет своего соперника. Видно то, что лаосский представитель такой тягучий, пытается он здесь перерубить Азата, буквально-таки. Опасное движение плечом сейчас сделал лаосский боксер. И, конечно, вот здесь Азат великолепно может себя проявить. Был у него шанс снова хороший себя проявить, но лаосский представитель пока удержался. Друзья, это 1/16 финала. Победа позволяет Азату выходить в 1/8 финала. И посмотрим. Всего здесь 3 судьи есть. Judge A, Judge B, Judge C. Они будут считать баллы. Соответственно, за каждый выигранный раунд 10 очков, за проигранный 9 очков. Если нокдаун в раунде возникает, будь то стоячий, будь то сидячий, будь то лежачий, 8 очков будет тогда, соответственно. И так далее, там потом. 2 нокдауна, 7 очков и так далее, и тому подобное. Азат хорошо сейчас обороняется. На ножках прекрасно двигается. Вообще Азат, многие отмечали работу Усиналиева на ногах. Сейчас сайдстепом великолепно левый уходит, пробивает своего соперника и зарабатывает заветные очки для себя. Нужно войти, конечно, хорошо в колею. Первые бои обычно сложно даются, даже великим мастерам. И одним из таких мастеров является Азат в любом случае. И снова пробивает. Ну и, конечно же, Венгсай Ахасид сейчас пытается попросту перерубить. И пропускает навстречу лаосский боксер, наш Азат Усиналиев. Работает серийно, хорошо пробил левой сбоку. 2 раза снизу левой поднял, потом сбоку. Снова здесь уже на отскоке, на отходе точнее уходит. Левой пробивает своего соперника. 30 секунд до конца второго раунда. Удар в область корпуса. И, друзья, напоминаем, то, что генеральным спонсором трансляции является компания Мегаком. Мегаком — надежный оператор связи. А вот здесь Азат великолепно сейчас встретил своего соперника. Правой снизу, правой сбоку. Сейчас сигнализирует рефери на ринге то, что открытой стороной перчатки пробил Азат. Но, тем не менее, очки свои он набирает. Причем очень-очень, я бы сказал, даже душевно работает. Спокойненько, не напрягаясь. И забирает себе второй раунд, уж точно. Мына ушундай 2-3 мүнөттүк соңуна келип жетти. Азырынча биздин мекендешибизде аябагана жакшы мүмкүнчүлүк бар. Эгер ушул темпте ал өз жүрүшүн уланта турган болсо, сөзсүз түрдө жарым шейлик финалга жолдомо алат. Караңыздарчы, экинчи раунд толук кандуу. Азат Усиналиев. Round 3 and the last round. Третий раунд в бою. В первом бою Азата Усиналиева на этой Азиаде. 2 раунда он провел великолепно, в особенности второй. И сейчас Азат снова передергивает своего оппонента. Лаосский боксер против него. Напоминаем, Ахасид Венгсай. Но Венгсай пока ничего не может противопоставить нашему чемпиону Азии 2015 года. И снова встречает Азат. Хорошо на ножках двигается Усиналиев. Многократный чемпион Кыргызской республики, победитель турнира Шапокова неоднократно также, и чемпион Азии, единственный чемпион Азии среди взрослых в истории современного Кыргызстана. И вот удар в печень проводит Азат. Третий к ряду удар в печень. Хорошо уходит он от этих атак справа от лаосского боксера. Пока Ахасид, я думаю, не знает, что делать с Азатом. И по скорости лучше Азат, и по мысли на ногах двигается быстрее, по мастеровитии, конечно же. И уже вот он играется здесь, конечно. Главное не расслабляться, потому что есть некий лаки-панч. Да, в этой весовой категории, может быть, это не такое частое зрелище, но, тем не менее, нужно аккуратненько сейчас себя проявить. Итак, посмотрим.
как концовку пройдет Азат. 1,5 минуты остается ровно до конца этого боя. Напоминаем, 3 минуты по 3 боксирует у нас во взрослой категории. Азат Усиналиев, он 90-го года рождения, ему 28 лет. Самый, что ни на есть, пик карьеры. Вот сейчас нужно ему себя проявлять. Через 2 года он будет супер опытным уже к моменту Токио. Нужно взять лицензию и там себя проявить очень хорошо. Первый бой видно, что Азат не в самой пиковой форме проводит. Именно, может быть, даже не все козыри раскрывает. Он так более налегке работает, потому что основные козыри нужны в других поздних боях. И мы надеемся, что как минимум в финал Азат выйдет, как мы уже об этом говорили в начале этого боя. Правая сейчас Азат попадает. Снова на ногах хорошо двигается. Левая сбоку. Чувствует отмена дистанции Усиналиев. Пока что Акасит Виэнксяй не может никак приблизиться и пробить свой этот удар, который он применял в первом раунде. Попадал пару раз он по Азату, но по очкам первый раунд взял таки себе Усиналиев. И вот сейчас снова корпус захватывает Акасит Виэнксяй. Ему сигнализирует об этом рефери в ринге. Рефери на ринге. И, конечно, теперь нужно Азату снова. Ринге видит все, а вот Азат видит все эти действия от лаосского боксера и сам же атакует. Попадает. Я думаю, третий раунд также он забирает себе. Албетте, биринчи раундда бир аз тең мүнөздөгү беттешке күбө болгонбуз. Экинчи раунд толук кандуу биздин мекендешибиздин пайдасына чечилген. Мына эми үчүнчү раунд дагы соңуна жетти. Биз калыстардын жыйынтыгын күтүп калмакчыбыз. Да, ждем решения судейского корпуса. В любом случае, всегда тревожно за наших спортсменов. Пускай даже мы понимаем, что вот они выигрывают, но тем не менее мы должны болеть, должны сопереживать за наших боксеров, вообще за наших спортсменов. Так, решение. Слушаем внимательно. Blue corner. Подождите. Red corner, по идее, должен быть. Если blue, то это будет... Тогда украдут победу у Азата. Да. Red corner, вот все правильно. Азат Усиналиев даже сам удивился. Даже сам удивился лаосский боксер. Да, может быть, там проблемы с английским произошли у дикторши. На самом деле, Red Corner вот так вот, друзья. Поставили судьи оценки в пользу Азата 30-25, 30-25, 30-24, 30-25, 30-25. В общем, в принципе, все судьи отдали победу. 5-0. С таким счетом выиграл Азат Усиналиев. 10-9, 10-8, 10-8 даже поставили некоторые. Так что вот это вот тот самый момент, когда упал лаосский боксер. Но по повторам мы наблюдаем, насколько силен класс был у Азата, насколько он, конечно же, был очень продуктивен в этом бою. Это только начало. Только начало. И мы ждем от него не менее искрометного бокса. Уже в следующих, конечно же, боях.